О самых заметных событиях пятницы, 17 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Проект федерального значения «Атомная станция малой мощности» в арктическом поселке Усть-Куйга будет создана по программе «Дальневосточная концессия». Отпуск якутян с долгами может быть испорчен. Нерюнгринский районный отдел судебных приставов напоминает, даже долг в 10 тысяч рублей станет препятствием. В преддверии профессионального праздника федеральные и республиканские госнаграды вручили медработникам Якутии. Названные финалисты конкурса «Хомусист. Виртуоз мира» жюри выбрало 15 исполнителей, кто оказался среди лучших. А чемпионат Дальнего Востока по боксу в Якутске уже завершился. В финале выступили якутяне, кто стал чемпионом. Глава Якутии на 25-м Петербургском международном экономическом форуме рассказал об опыте республики по противодействию лесным и тундровым пожарам. Наш регион один из наиболее пожароопасных. Это обусловлено особенностями климата и наличием обширных массивных светлохвойных лесов. О наиболее перспективных технологиях, доказавших свою эффективность на практике, рассказал глава республики. Он напомнил, что летом прошлого года много сил МЧС, Минобороны России, авиалесохраны и профильные службы республики отдали для защиты не только леса, но и якутских сел. Атомная станция малой мощности в арктическом поселке Усть-Куйга в Якутии будет создана по программе «Дальневосточная концессия». На полях Петербургского форума Минвостокразвития и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение. Стороны договорились об индикативных условиях концессионного соглашения для создания атомной станции малой мощности с реакторной установкой «Ритм-200Н» в Якутии, говорится в сообщении. Соглашение подписали глава министерства Алексей Чекунков и гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. Также на форуме Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе личной встречи обсудили перспективы совместной работы. У Якутии и ДНР много точек соприкосновения, причем как на текущий момент, так и на будущее мы готовы поддержать культурные и экономические связи. Однако, прежде чем выстроить это взаимодействие, нам предстоит помочь Донецкой Народной Республике быстрее восстановиться, заявил Айсен Николаев. Напомним, 12 июня, в День России, наш регион взял шефство над городом Кировская Донецкой области. Мы в рамках поддержки Донецкой Народной Республики взяли шефство сейчас над городом Кировский. Передовая наша группа уже там работает. Вот сейчас мы с Денисом Владимировичем наметили конкретные пути по решению тех или иных задач. Главное сейчас подготовить город к отопительному сезону, помочь в восстановлении социальной инфраструктуры, в ее развитии. Ну и, конечно же, так как я уверен, что у Республики Саха-Якутия и у Донецкой Народной Республики есть много точек соприкосновения и в будущем, так, это и культурные связи, это и экономические связи. Мы будем дальше работать для того, чтобы быстрее как раз восстановить Донецкую Народную Республику с тем, чтобы регион мог развиваться и уже активно взаимодействовать по всем направлениям нашего сотрудничества. Ну а в целом Якутия заняла 13 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Его также презентовали на форуме. В первую тройку рейтинга вошли Москва, Татарстан и Московская область. Якутия в последние 4 года радикально улучшила условия для инвестиций и бизнеса, что подтверждает национальный рейтинг в субъектах России. Если в 2018 году республика занимала в нем лишь 52 место, то с 2020 года неизменно входит в топ-20. По словам Айсена Николаева, национальный рейтинг объективно показывает, что республиканской инвесткоманде предстоит еще большая работа по воплощению лучших российских и международных практик. Рейтинг, он достаточно расширен, в нем уже вместо 42 показателей 67, да? И это говорит о том, что по тем новым показателям, которые в рейтинг внеслись, у нас достаточно хорошие позиции среди других регионов. Вот. В целом национальный рейтинг – это такой действенный инструмент получения обратной связи. И нам, как органам, которые принимают решения, очень важно получать именно объективную, адекватную оценку от бизнеса. И мы очень благодарны бизнесу, который оценивает нас достаточно высоко.
Тем временем 6 новых лесных пожаров общей площадью почти 60 гектаров обнаружили на территории лесного фонда Якутии за прошедшие сутки. Также выявили 4 пожара на землях иных категорий на общей площади 747 гектаров. Всего в республике действуют 17 лесных пожаров и 8 очагов на землях иных категорий. Огонь тушат 227 человек. За прошедшие сутки обнаружено на территории лесного фонда 6 лесных пожаров общей площадью 59,5 гектар. Также обнаружено 4 пожара на землях иных категорий на общей площади 747 гектар. За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на общей площади 21,5 гектар, а также 1 пожар на землях иных категорий. Завершается завоз по реке Вилюй из-за малой водности на реке. С 3 по 10 июня с Вилюйской ГЭС произведены судоходные попуски. Это позволило судам осуществить перевозки с полной загрузкой и доставить до пунктов назначения 65,5 тысяч тонн грузов. Это 82% от плана. В целом, по рекам республики до мест назначения на сегодня доставлено 194 тысячи тонн грузов из запланированных 1 миллиона 260 тысяч тонн. Это 15% от плана. Отпуск якутян с долгами может быть испорчен. Нерюнгринский районный отдел судебных приставов напоминает, сумма задолженности, которая может воспрепятствовать выезду, начинается от 10 тысяч рублей. Если это алиментные выплаты или возмещение вреда, причиненного здоровью. Может ограничить выезд также имущественный ущерб, моральный вред и вред, причиненный преступлением. При наличии исполнительного производства неимущественного характера, а также если сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 тысяч рублей и более, право выезда за рубеж будет ограничено. С 2022 года по Республике Саха-Якутия вынесено около 40 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. В том числе порядка 4,5 тысяч ограничений по Нерюнгринскому району. Актуальную информацию о наличии задолженности, а также о способах их оплаты можно уточнить в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг. Председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прибыл в Якутию по приглашению главы республики Айсена Николаева на празднование столетнего юбилея ЯССР. Основная задача визита – ознакомление с ходом работы по импортозамещению, а также социально-экономическими проблемами. На днях лидер партии отправится в Верхневилюйский район, на Эсэ-Холонхо. А сегодня политический деятель встретился с представителями СМИ и ответил на все интересующие вопросы. Он также затронул тему строительства моста через реку Лена. В вашей республике я бывал много раз. Правда, последний раз был 7 лет тому назад. Но если, допустим, встает вопрос, и надо дискуссии идут, а нужен ли мост через Лену, однозначно нужен. Потому что мы такие деньги сэкономим на северном завозе на правый берег, что вот мало кто это понимает. Все говорят, вот зачем в Якутске небольшой город, зачем им мост. Очень нужен мост. В преддверии профессионального праздника медицинского работника в республике проводят ряд мероприятий. Так, празднованию столетия ЕССР посвятили межрегиональную научно-практическую конференцию среди врачей-онкологов. Также за высокий профессиональный труд наградили работников системы здравоохранения, рассказывает Светлана Амосова. Ведущие врачи-онкологи Якутии и России съехались на межрегиональную научно-практическую конференцию на тему особенностей оказания онкологической помощи на территориях с малой плотностью населения. На конференции принимают участие более 200 врачей со всех районов республики. Профессионалы делятся своим опытом с коллегами и по итогам мероприятия издадут резолюцию. Ну а главными гостями стали онкологи курирующего Федерального института имени Николая Блохина. Онкологическая служба набирает существенные обороты за последнее время, что мы курируем как раз этот регион. И все коллеги, они приезжают к нам очень часто на всевозможные курсы, на онкоакадемию. Мы очень хорошо знаем специалистов, ежедневно работаем, ежедневно на связи. Поэтому, конечно, онкологическая служба Якутии просто обречена на успех.
Во время торжественного открытия сотрудникам онкологической службы Якутии вручили высокие государственные награды. Владимир Лезнев работает хирургом уже на протяжении 15 лет. Ему присвоили знак отличника здравоохранения Российской Федерации. Очень горд, рад. Думаю, что все-таки заслужил ее. И буду в дальнейшем стараться работать на развитие онкологической службы республики. Официальное чествование лучших работников здравоохранения Якутии состоялось в зале Республики Дома правительства номер 1. Сотрудникам медицинских организаций вручили правительственные и ведомственные награды. Также орденом Пирогова посмертно отметили заслуги медработников, погибших во время пандемии COVID-19. За заслуги в развитии Дальнего Востока знак отличия получила Вера Тарасова, заместитель генерального врача клинической больницы номер 3. По ее словам, это было неожиданно и приятно. Говорит, что больше 20 лет назад начинала свою карьеру санитара. О том, что мне вручают награду, я узнала недели 2 назад. Конечно, я сначала не поверила, думала, может, что-то перепутали. Но я, конечно, очень рада. И он такой вот. Все равно всегда важно человеку, когда обращает внимание. Виктор Сергеевич работает врачом-травматологом 40 лет. За высокопрофессиональную лечебную и организационную деятельность награжден медалью за заслуги перед отечественным здравоохранением. Ну, конечно, награды всегда приятно получать. Тем более такой большой Российской Федерации. Много летаем по республике, садовьят. Делал не только в городе, но по всей республике. Летал, оперировал. Оказывал доступную помощь населению республики с удовольствием. На торжественном мероприятии наградили 42 представителя медицины. Федеральные и республиканские государственные награды вручил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов. В этом году в нашей отрасли около 600 наград. Это беспрецедентно много, и мы рады за каждого нашего сотрудника, который удостоен награды, потому что действительно это ежедневный кропотливый труд. Система здравоохранения в Якутии охватывает около 21 тысячи человек. Врачи – это те люди, кто связал свою судьбу с благородной профессией медика. Ведь профессионализм врачей играет огромную роль в развитии медицины. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. В продолжение темы в столице региона в рамках празднования столетия СССР проводят межрегиональную научно-практическую конференцию «Особенности оказания онкологической помощи на территориях с малой плотностью населения». Принимают участие врачи практически со всех районов республики. Отметим, что накануне 16 июня хирурги-онкологи провели высокотехнологичные показательные операции «Живая хирургия». Всего же на конференции представлено около 60 докладов. Вместе с якутскими онкологами свой опыт представили медики республики Коми и Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. Вообще надо сказать, что эта вся неделя у нас была очень насыщенная. К нам еще приехали наши коллеги, наши кураторы с НМИЦ Блохина, город Москва. Цель конференции у нас по обмену опытом между регионами. Мы представляем результаты работы своей онкологической службы. В преддверии Дня медицинского работника и к столетию Якутии также в Якутске открыли стеллу на аллее памяти. Там представлены выдающиеся общественные деятели, фтизиатры, а также основатели Якутской автономной республики. Также имя заслуженного врача республики Иннокентия Иннокентьевича Винокурова присвоили отделению туберкулезно-легочной хирургии, где он работал практически всю свою жизнь. Сегодня закладываем в виде этой стеллы, то есть первую закладку, о тех людях, которыми мы гордимся. И здесь размещены те наши коллеги, которые работали с момента создания и которые работают по настоящее время. Поэтому данная стелла является только первой, и мы дальше будем устанавливать и другие такие по тематике. Рост случаев нападения клеща на человека отмечен в Алданском районе. С начала лета зарегистрировано 50 укусов, в том числе среди пострадавших дети. Подробнее Руслан Павлов. Аномальная активность клещей фиксируется в этом году. С начала лета уже зарегистрировано 50 укусов человека. Данный факт закономерен, отмечают специалисты, и связан с цикличной активностью этих паукообразных, которая происходит каждые 5 лет.
У нас идет аномальная активность нападения клеща на человека. Связано это с циклической активностью клеща, которая раз в 5 лет становится более-менее активными. На сегодняшний день у нас уже 50 укусов зарегистрировано, в том числе 11 детей. Укусы регистрируются практически по всему району. Всем укушенным ставятся иммуноглобулины, оказывается необходимая помощь. Исследовано на сегодняшний день из 50 32 клеща, среди них энцефалитных нет. Обезопасить от проблем после укуса клеща способна только прививка. Однако население легкомысленно относится к вакцинации. Поэтому, находясь на даче или в лесу, необходимо соблюдать меры предосторожности, надевать высокую обувь, белую одежду, которая максимально скрывает открытые участки тела. Необходимо быть начеку, пребывая в парках и скверах, хотя здесь проводится специальная обработка от кровососов. В населенных пунктах проводятся акарицидные обработки мест массового пребывания людей, в том числе летние оздоровительные площадки. На сегодняшний день в городе Алдана договора все заключены необходимые, ленинские тоже заключили договор, дело за Куранахом и Тамотом. Активность клеща будет сохраняться весь теплый период до конца лета, поэтому специалисты предупреждают, если вы подверглись нападению клеща, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший здравпункт или отделение больницы. Руслан Павлов, Алдан. Идем далее. Масштабный эксперимент по формированию базы цифровых дипломов и аттестатов стартует в России с 1 июля. Параметры эксперимента утверждены постановлением Кабмина. Уже в ближайшее время свидетельством об образовании, среднем, специальном или высшем, может стать не бумажная корочка, а запись на госуслугах. Эксперимент пройдет в 3 этапа. С июля до конца августа планируют отработать механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании. Далее, с сентября до конца октября такие документы загрузят на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей. А с 1 ноября по 25 декабря в эксперимент включат и дипломы о высшем образовании. Их также оцифруют и подгрузят в систему. Карьерный марафон по трудоустройству завершился в Якутске в Центре опережающей профессиональной подготовки. Участниками стали безработные граждане, а также работники, находящиеся под риском увольнения. Основные тематические площадки мероприятия, возможности бесплатного обучения в рамках содействия занятости, общие меры поддержки предпринимательства, консультации по актуальным вакансиям, а также мастер-класс по написанию резюме и профориентации. Сегодня в нашем мероприятии участвуют крупные работодатели, которые должны представить свои вакансии для соискателей, для наших. И также мои коллеги из Центра занятости населения, молодежной биржи труда, которые представят все имеющиеся 14 тысяч вакансий, которые у нас на сегодняшний день в региональной базе вакансий есть. Кроме этого, мы проводим запись на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, как в рамках нашей государственной программы содействия занятости населения, так и в рамках национального проекта «Демография» для отдельных категорий граждан, которые хотят приобрести дополнительные компетенции и быть конкурентоспособными на рынке труда региона. Строительные студенческие отряды приступили к работе. Летом в разных отраслях трудоустроят 2500 студентов. Из них большинство привлекут к строительным работам. Бойцы работают и на капитальном ремонте общеобразовательных школ. Например, 14 студентов третий день трудятся в школе номер 31 Якутска. Рабочий день начинается с 10 часов утра и заканчивается в 19 вечера. Как говорят студенты, демонтаж и штукатурка – труд не из легких. Но прежде чем приступить, ребята прошли краткосрочные специальные курсы, поэтому навык имеют. Напомним, что капитальный ремонт 31-й школы начался в мае, и из федеральной казны предусмотрено более 90 миллионов рублей на работу. Работаем внутри школы, внутри кабинетах. Весь второй этаж должны выполнить план. Работаем с 10 утра до 7 вечера. Обед у нас с часу до 2. Ребята сами ходят на обед, либо с собой приносят тут. Работу они проходят как практика своему обучению, и еще у них будет отдельная выплата каждый рабочий день. В день они зарабатывают около 1500.
Выставка, посвященная третьему международному конкурсу «Хомусист-виртуоз мира», завершилась в Якутске. Экспозиция «Якутск. Мекка хомуса» представила более 200 экспонатов из музея хомуса и от других партнеров выставки, в том числе и личные коллекции исследователей инструмента. Так, часть экспонатов датируется 18-19 веками, а некоторые – это старинные европейские варганы и вовсе не поддаются датировке. Кроме того, посетители увидели серебряные нагрудные знаки, которые вручат лучшим хомусистам-виртуозам по итогам конкурса. Хомус у каждого человека на душе, потому что это часть культуры, часть народа, часть себя. Мне кажется, поэтому каждый человек, наверное, должен гордиться ею. Мы, народ Саха, с мала до людей преклонного возраста, все, кажется, преклоняемся хомусу. Между тем, названные финалисты конкурса «Хомусист-виртуоз мира» жюри выбрало 15 исполнителей. Так, среди очных исполнителей в финале Якутию представят 6 хомусистов. Кроме того, в финале выступят виртуозы из Киргизии, Башкирии, Тывы, Алтая, Москвы, Австрии, Китая, Индии и Японии. В ходе финального конкурсного выступления хомусистам предложат исполнить композиции на заданную тему. Это покажет их способность к импровизации. Победителями станут 9 человек. Напомним, состав жюри, председателем которого является президент Международного общества варгана Франц Кумпол, входят 8 человек. И о спорте. Завершился чемпионат Дальнего Востока по боксу. В финал вышли 13 спортсменов из сборной Якутии в 4 весовых категориях. Специально на финальные поединки в Якутск приехал олимпийский чемпион по боксу, неоднократный чемпион России и Европы Рахим Чахкиев. Чемпион дал мастер-класс для юных спортсменов, начал с разминки и постепенно перешел к более сложным упражнениям. Мальчики охотно повторяли движения и запоминали советы чемпиона. Сегодня у нас финал, и я думаю, будут интересные бои, захватывающие схватки. Для чего все это нужно? Это нужно для будущих олимпийских высот, для будущих побед. Это нужно и для того, чтобы ребята, мужчины были сильными. И это такая, можно сказать, стартовая площадка для участия в будущем чемпионате России. Это хороший задел, и, естественно, если кто хочет чего-то добиться, он должен проходить через эти турниры, обязательно выступать, соревноваться и совершенствовать свое мастерство. Теперь к результатам. В первом бою в весовой категории 63,5 килограмма победил якутский боксер, мастер спорта Айтал Дьяконов. А в финальной схватке весовой категории до 51 килограмма лидер сборной Якутии, заслуженный мастер спорта Василий Егоров, сразился с другим представителем республики Николаем Григорьевым. Василий был лучше подготовлен физически и психологически и с первых минут контролировал весь бой. Егоров работал первым номером, комбинировал удары, показал, что находится в хорошей форме и принес сборной золотую медаль. Соперник очень хороший, я считаю, у него достаточно большой опыт, потому что он со мной уже года 5-6 со мной вместе ездит. Когда он только перешел по мужикам, Артур Гентьевич Пахомов, мой тренер, его всегда звал на сборы, потому что он видел его перспективу и показал сегодня хороший бой, хороший бокс. И тем самым я его благодарю, потому что в финале не должно быть легких боев, когда у тебя соперники хорошие, когда конкурентный бой, и в таком бою ты растешь и развиваешься как боксер. Будущий план, в этом году пока только внутренние старты. Это Кубок России, Спартакиада России, и в сентябре будет чемпионат России. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.